Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Проект «На вахту 14.рф» в действии. Первые местные кадры отправились трудиться в компанию «Колмар». Подготовка к паводку продолжается. В Алекминском районе комиссия по чрезвычайным ситуациям проверяет готовность сел. Знатоки русского языка проживают и в Якутии. В столице региона наградили отличников тотального диктанта. Первые 20 человек отправились работать в компанию «Колмар» по проекту «На вахту 14.рф». Они прошли обучение горно-техническим специальностям. После молодые люди должны пройти практику в Нерюнгри, затем они будут там же трудоустроены. Работа в промышленных компаниях республики для местных кадров теперь доступнее благодаря проекту «На вахту 14.рф». На сайте собирают свою базу данных, разработан механизм по привлечению населения из сельских районов и городов. Мы должны успеть подготовить ту базу данных, ту базу кандидатов из числа местного населения, чтобы успеть предлагать компаниям наши качественные, конкурентоспособные пулы кандидатов для трудоустройства в промышленной компании. Проблемные вопросы строительства на затопляемых территориях обсудили в Госсобрании Илтумен. По информации министра экологии Сахамина Афанасьева, границы зон затопления установлены в 123 муниципальных образованиях региона. В 80 из них необходимо строить защитные сооружения, а в 27 населенных пунктах примерно треть территории нуждается в переселении. Нужны дополнительные средства из республиканского бюджета на строительство защитных инженерных сооружений. Уже планируются объекты в городе Верхоянск стоимостью более миллиарда рублей и в селе Верхневилюйск на 780 миллионов. Также ведутся работы по береговой линии поселка Нижний Бестях. Планируются работы в селе Хатасы. Вопрос стал корреляции стратегии социально-экономического развития муниципалитетов. Включить вот эти мероприятия по выведению из зон затопления инженерным сооружением, потому что это затрагивает строительство на этих территориях всех капитальных объектов. Подготовка к паводку продолжается. В Алекминском районе комиссия по чрезвычайным ситуациям уточняет информацию по готовности служб и населенных пунктов к половодью. Елена Фаст подробнее о встрече паводка на юго-западе региона. Майские дни наиболее требуют контроля в плане соблюдения противопаводковых мероприятий. По ориентировочным прогнозам, ледоход на реке в Алекминском районе пройдет спокойно. Тем не менее, необходимо соблюдать все требования по готовности, особенно в наслегах, где ранее были подтопления. Снабжение продуктом, и также сделан резерв финансовый. И здесь обеспечены сейчас ГСМ. И также созданы аварийно-спасательные бригады в 4 лодах, с ними тоже заключены договора. Ну и также пункты временного размещения населения. Это у нас 3 пункта временного размещения: участковая больница, Центр народного творчества и школа. На совещании заслушана информация ряда наслегов, а также подрядчиков, выполняющих работы по ослаблению льда. Мероприятия все подготовительные проведены, все планы действия приняты, закуплены все материалы, пункт временного содержания скота, временного размещения населения тоже актированы и готовы. Также заслушана информация по участкам, где было проведено наращивание льда. 22-го мы проведем данное мероприятие, то есть по распиловке льда с представителями ГИМС. То есть все это видео зафиксируем, заактируем. По мероприятиям еще по подготовке по перекрытию ледовой переправы шлагбаумы изготовлены с двух сторон, на правой и левой стороне река Лена установлены, знаки «Проезд запрещен». То есть установлены будут, то есть установлено все, мы просто перекроем, знаки выставим. В целом готовность именится. В ближайшие дни будут продолжены проверочные выезды. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
82 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 55, в Алданском и Мегино-Кангаласском районах по 5, в Тампонском и Чурапчинском по 4, в Нерюнгринском и Татинском по 3, в Нюрбинском районе 2, в Верхневилюйском районе 1 случай. Увеличивается число вакцинированных. Напомним, что в регион поступило почти 114,5 тысяч доз вакцины для профилактики ковид. Из них на сегодня реализовано 88,3%. Первый компонент получили более 100 тысяч, второй – свыше 56 тысяч человек. Более 12 миллиардов рублей заложено в этом году на соцподдержку семей в республике. Об этом сообщил премьер Якутии Андрей Тарасенко, комментируя послание президента Владимира Путина. Глава правительства отметил, что объем средств на социальную поддержку семей в регионе постоянно увеличивается. Если в 2019 году было направлено около 4,5 миллиардов рублей, то в 2021 на эти цели заложено 12 миллиардов 200 миллионов. Большая часть этой суммы, 9,6 миллиардов, выделят из федерального бюджета. Напомню, президент в ходе послания заявил, что целостную систему мер поддержки семей с детьми в стране подготовят к 1 июля. Ежемесячные выплаты на детей, воспитывающихся в неполных семьях в возрасте от 8 до 16 лет. Это продление программы материнского капитала, начиная с рождения первого ребенка. Это единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей всем школьникам и будущим первоклассникам в августе месяце, чтобы собрать детей в школу необходимым. Оплата больничных матерям, имеющим детей до 7 лет, в размере 100% от заработной платы. Также выплаты нуждающимся беременным женщинам, которым будут платить 6350 рублей в месяц. Якутия направит более 11,5 миллионов рублей на летнюю занятость детей в оленеводческих хозяйствах. Кабмин утвердил новый порядок предоставления субсидий коренным малочисленным народам Севера на летнее трудоустройство подростков. За 3 года были трудоустроены 692 подростка. Они помогали оленеводам в хозяйстве, пасли и караулили оленей. Правительство компенсирует затраты общин, которые принимают на работу детей в рамках госпрограммы. Так, зарплата подростков от 14 до 16 лет за неполный день теперь составляет от 12 до 17 тысяч рублей, исходя из районного коэффициента. Для граждан в возрасте от 16 до 18 лет размер субсидии от 18 до 24,5 тысяч. А в столице региона сегодня наградили отличников тотального диктанта. Все подробности мероприятия у моего коллеги Дмитрия Тымырова. В этом году столицей 18-го по счету всероссийской акции «Тотальный диктант» был город Якутск. И, как отметили многие приезжие гости и участники акции, мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Хочу сказать, что активность в этом году очень большая, потому что любителей и интересующихся людей литературой и русским языком оказывается в нашем городе очень много. Действительно, участников в этом году было в разы больше. Так, впервые в истории проведения этой акции был побит новый рекорд. Так, акция «Тотальный диктант» 2021 года объединила 675 198 человек по всему миру, а в регионе участниками акции стали 8055 человек. Вы знаете, раньше я в процессе работы не отслеживала, но в этот раз я прям обратила внимание, да, правда, люди пришли знающие, куда идут, для чего идут, и более такие вот уже начитанные, продвинутые. На территории региона якутяне писали диктант на 300 площадках, и по итогам которого на отлично написали больше всего на площадках библиотек республики, где написали на высший балл 112 человек. Что как раз касается тех, что свободного участия взрослых людей, конечно, все они приходят писать на площадке библиотек. В этом году мы хотим отметить, что в Национальной библиотеке очень много людей написали на 5. Это для нас, конечно, большая радость и огромное достижение. И вот мы сегодня очень рады, что вклад Национальной библиотеки, он замечен, он оценен. И сегодня мы получили такое благодарственное письмо.
Отметим, что всего на территории Якутии отметку «Отлично» получили 237 человек. Это тоже считается рекордным числом акций этого года. И вот сегодня часть из них получили свидетельство отличника акции «Тотальный диктант». Каждый год тексты очень разные, и поэтому они по-своему интересны. В этом году была диалоговая речь, и мне такой текст показался очень интересным, потому что я знакома с диалоговой речью, и я знаю, как ее оформлять, поэтому мне было очень интересно писать диктант, особенно в этом году. Кульминационным моментом церемонии награждения отличников тотального диктанта стало подписание трехстороннего соглашения между СВФУ, Министерством образования региона и Министерством культуры о проведении ежегодного фестиваля грамотности в Якутии в рамках ежегодной акции «Тотальный диктант». Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Второй республиканский форум «Мужское здоровье и долголетие на севере» стартовал в Якутске. На мероприятии отмечено, что Россия занимает одно из первых мест в Европе по смертности мужчин трудоспособного возраста. Только 57% лиц мужского пола доживают до 65 лет. И именно от мужчины зависит репродуктивное здоровье женщины и деторождение. Также отмечается, что мужское здоровье зависит от уверенности в себе, и большую роль в этом играют здоровый образ жизни и занятия спортом. Проводим сегодня несколько в новом формате, в онлайн. У нас очень много участников. В том числе мы благодарим, что к нам приехал главный репродуктолог нашей страны Апалихин Олег Иванович, который возглавляет НИИ урологии Москвы, для того, чтобы посвятить этой проблеме максимальное количество времени, для того, чтобы научить наших специалистов и поднять эту проблему в нашей республике, как важно все-таки сохранение мужского здоровья. Якутяне могут сохранить память о своих родственниках, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне на сайте Победа НВК. Каждый желающий может загрузить фото, видеоархив, оцифрованные фронтовые письма своих предков и другие сведения. Для этого необходимо заполнить форму на сайте, если вы этого не сделали в прошлом году. Сайт Победа НВК уже хранит 4000 анкет. Загрузив данные о герое, вы сможете сохранить память о своих близких и рассказать об их подвиге. Магия узоров Оренбургского платка теперь доступна жителям Якутии. В Национальном художественном музее республики открылась выставка коллекции Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Оренбургский платок среди промыслов России занимает одно из самых почетных мест. Больше нигде в мире не вяжут таких теплых, но и в то же время легких и тонких ажурных изделий. На протяжении 250 лет платок сохранил свою рукотворную природу. В нем воплотились вкус и талант вязальщиц многих поколений. Выставка оренбургских платков в Якутске продлится до 4 июля. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.